عندي سردوال. قيت وين زال وين أشكر مدر عديد شوي خام عاية تسمو تتعمو أبوي على قيت جم عديد شو مدير ده تو يق دبيل هو كان شيء سستا نقول سخين عشان كيرتشا يوش قوان دا أكروجينيات أنا ويد اللي أكروجين شو تريد بيد لماسو ده يتاك كويدوت موش ده إيش ده يا زندوقة في قولي ده Может, какой-то прототип этого был? Там бандитствовал, караваны грабил, а потом из него пророка сделали. Сял князю тон чоса теории вахилин يسري بيردونا حباكنا بو يوخ تار مكر يحقج يوش ينين خوش توانا وقال نانا иудейку да возможно цара хилмег если бер царь поддержать пеньон ядона ده نو إتو نو نسون ده كسر Да, не стыкуется с официальным вот этим сирой пророка. Во-первых, из Эхкинвац Меккир, он со своими слугами, рабами, верблюдами, со всем скарбом туда переселился. Во-вторых, если бы Ашхил был Жукти, это не Жукти, а арабы, принявшие иудаизм. То есть, не совсем Жукти это. Иудаизм, телец, короче. Как эти мобу, хазарш мобу и иудаизм, телец. И сенна телец, бешбу алиязим. Он их всех поубивал. То есть теперь шпион, хочешь бой царицу, зачем он убивать их надо? То есть это не совсем, короче, не гадит. Сунха изменил версии. Во-первых, он пытался сначала выдать себя за еврейского пророка, потому что, согласно вот этому иудейскому писанию, теперь Машиах, а у христиан все уже закончено. اسمع إتس مومنت بتاع ديتس ده البرا بتاع وشا خزن عزا تيجا برا هو شا وما اللي هو حقيقة هو مش هو بود الشقاوة يعني موجود ناس بود الشو الباي مرفتوش دينيو يو حين سوكان يحصل برارو بريتس كذا برارو بريد فيديو برارو كونادинг последний и вообще ему удается. Если в первые свои дни он сказал евреям, что он не может знать будущего. Ты разве не знаешь, что вот, Аллах у них такой, короче, то сегодня одно говорит, завтра другое, короче, поэтому ничего удивительного. Ага, скажи мне, вопрос у меня. Насчет национальности, вопросы, если мы исходим из хадисов, аятов, Бухари, муслима и всех, то Ленин должен Альба, Жудри, تعمل شتى بيقبلش كان تليالك في شا يقع محرم وجدود أريا كنت تليالك في يو تعوب شيء تقول بقصر ويش لا تشواه ودا ساسا في حقوق ديش بقنا موش مثلا نستعب مو خورد شوف شيء تكيجا تقول لا تحن بين بو مو بين بو سوف ناق تقول أشتيا إسقى دي شوي أسمع. Ну да. Ша и Пех, он как бы гармонично стыкуется, что он не был и надайнани происхождения Туман. Дальше, дать он еще до рождения Велла, Кира Олша, она Ялхшукачку Нелла. То есть его воспитали Олтана, бедуины какие-то взяли его на воспитание, какая-то бедуинка Халима Олш его воспитала, кормилица его была, кстати. И тому потом его вернули этому дяде, научив всем премудростям джигитовки на верблюде и все такое. И там естественно, возникает такой комплекс на этой почве. Родословный пяхурок солдат цыган. Ну, неизвестно, да, что там творилось в этом верхнем стойбище. Я просто хотел рассказать и Умдуи, что официально Умду, когда он переселился в этот самый Есриб, где жили эти 2000 с чем-то хилак и жук тибу борша. Ну, арабы, принявшие иудаизм,
Они там сельским хозяйством занимались, коз выращивали, там немножко там у них были и эти, там, золотой румчеш, кузнецы, там нет, под драгметаллу, голдшмидт. Из-за Хеллецики, и он там переселился, поскольку они слышали, что у Мекки там где-то появился пророк, короче, то есть слухи дошли до них, и они, короче, и не живи с этими язычниками, короче, мы тут вот, единобожник, что они его испытали. Типа, ну, раз ты пророк, так, тот, видимо, и варакашин, из Библии, то, что помнил, знал, а там же много чего еще, что он вообще не помнит. Он говорит, начинает, у них у них был какой-то, видимо, где парочка даже была разбирающихся в этих вещах, и на арамейском. Царь Юхайрвахтина, и, в общем, не признали его мессией. Так, куда их обратно, не знаю, с опущенным головой, Юхва на веке уже не получится, и они там стали жить тоже. Договорились, договора, и типа, но поскольку этот Есрип, это всего лишь небольшая деревушка, Медина, а тогда была деревушка, где вот эти самые караваны туда не ходили, и вообще это просто сельскохозяйственная такая община этих евреев, деревушка. Эти начали, ну, доход аж уже скоро вся это разбежится, никому уже дела не будет до этой пророкуевати. То есть, в общем-то, у них стала опасность без финансирования, их община могла все уже разрушить. И там Джим Ойля и видимо, после ночи страшных раздумий, тем более Абу Бакр Хилатиги со своим отрядом, там, 30-40 караваны, там он охранял. Мы решили напасть на самый большой караван, который там раз в год или 2 раза в год идет из Мекки в Багдад и оттуда назад. Караван шли мужи, да, это дядя Цантелил, он знал, где они останавливаются, когда это происходит. В общем, разведывательная информация у него была. И у этого Бакара, понятное дело. Сундела царь, короче, речь толкнуть, тина, и один басатва гулин тигах, короче. Они напали на этот караван и захватили много всякого. Короче, а когда и добычи эту обратно ту есть большие базы и бандитские хабяхкан, ама бяхни карах Мекки ишбахна говорят, караван для битвешу альны с Мекки пришли напасть на них за то, что они ограбили караван. И эти цари, короче, и юкти баттига им был, что якобы предали Мухаммеда. То есть этот на караван напал, а они должны были по договору с ним защищать его против меканцев. То есть, короче, вообще, конечно, предъяву даже сумасшедший даже не сделает. Пока что караван грабит и договор. А его царова, они не дались этот, видимо, меканцы наспех, они не рассчитывали, что он там собрал всю басату из Аравии. И, короче, дары шумщели, заплатить чагу, они постояли у этого рва, так и не сумев, короче, его бандиты наказать этого, и ушли обратно. А этот взял и он понятное дело, что он не из-за того, что царь этих евреев убил, а Ишиндин царь и доглядят, что пророк невежественный такой. Так что яма царь и короче, от 10 до, короче, до стариков. Массу цациями приводить тешь, короче, уса оксуями, что хочешь, массу бейан. А детей и женщин продали в рабство. Что делать? Типа за предательство наказать, ну боже. А как придумали, что это их официальная история. То есть вот этот человек, который записывал эту биографию, там, сиру, это, хадисы, он ничего этому не дает какую-то моральную эту
моральную оценку Солопцу, как Мугвар Сесетлинский договор, когда пророку нужно было, он использовал мушриков, а когда не нужно было, он послал их, когда уже в силе был. То есть подлое поведение Тесла, они это пишут как герой персонажа. И он что ему плевать, там люди страдали, он насиловал женщин. Просто же Вахин, для себя он его сделал каким-то сказочным героем. Это внутри себя. А если посчитать... Царь, да, я извини, Халид, но Вейнеш Буй, вот Вахабьёю, о котором я тут, не знаю, много, не знаю, 20-30 лет разговаривал, спорил, они-то вот это царь Иштешмой, типа они не знают, что он там этот положил, царь долго вот Денир, потом предать Денир. То есть они про ограбление каравана не знают, им эту историю не сказали. Царь сказали, что Цаунядин какая-то битва при Бадре была, короче, мушрики на них напали, иду царь душит. Дело за то, что не 150 пузатых, да, когда они что, купцы, битва, вот это. Битва и на царь. Дело у них автоматически вытекает, они, видишь, не договор нарушили, правильно, он их убил Бог, короче. То есть у них и царь, и без их кютя. А эти шарья, у них там все... И он бандит, но он наш бандит, Бог, короче, это наш пророк бандит. Pēc tam momentā autas līdzīgā, ja bitva moja zanīva pridurš, už biežam bol, naham, te lecē zudri alek vokšmu. Vistā bitva moja zudri. Nabīšam bol, naham, te letiš beidž. Вообще, что вам беш, мама, темло, бацтер, армия, я просто люди живущие же, хал перебиваться дешево. Хал модуйте, там нужно эту пальму посадить. Там поливать ее. Ажла, pēc tā момента и фраз моторную, просто фраз, там же описывается, мы напали при местечке автобус, хадис смотрит, да, цыга, поэмор, хяхта хвач. Поэмор, хвач, на нас не будет греха, если спящих многобожников умрут дети, женщины. Нет, они из их числа. А цыга, битва, просто, или Бойня олак что мах. Юрчу лелха абиша на бейч обойни ешук. Джек потрошитель Чикатило упал в квадрате. Вот печать то. Там, где демократия, дураки, там прямо написано, если мы нападем на спящих многобожников и умрут их дети и женщины, у нас будет греха. Хадис много. Это спящие. Миша можно. Сунсунат лилаш моа в руководстве Америки копается. Это الصدق دين تعيشن كينشكر родословная العربية الدونا Азербайджане это все и мировой типографию. Цутяха суна аднану це предок Алгир. Аднаниты албохш борш, как род от этого Аднана, как Аднаниты. Так плюс окна Уаслидон, да, у Абдуллах, сялхан князю Маалардона, раб Аллах. Из-за пророк Алидона, Велдавеллах, Жимовлах, из-за Абдуллаха Мухилла, Дона, Лакайкна, Царсахума. Очень вопрос, ответ Дуйхадон. Не знаю, я не разбирался в этом. Первый раз слышу от тебя. Кай вубош описывает яшу, Сирия вубош, это Хамаду Сутиадон. Цена предок Аднану Элду, це Адданос. Когда он пришел в пустыне Аравии, Дона, он сбиду инштеляцна, он Цен аль-Арабия, аль-Ватис, они дают ему другое название, как человек пришлый. Инсуньяку датис Эдона. И дальше они... 50 гадов, мал хадж, так, айнак арж, ворух через год за цара. Так, айца, и кайхом гичот, мекшму баси, шайота гиш, бош, кай утуну один, кай муху 50 гадов, мал хадж,
Азербайджане, типографик дал эти вопрос. Я что кинчик беят. Там вопрос отель. Я не знаю, зачем я смотрел. Там он видишь, гинесуни момент. Аднанитые, букуш. Нечистые аль-арабия. Жалко тратить на все это время. Знаний общаться вообще. Ничего там вообще говорят, их какую-то, что там эти пустыни, чем они занимались. Вы халичок, мы сами себя крадем время. Лишнее пространство мозга засоряет плохо, по Полезные. Sundet edon, Abdullah Pundgilladona, ислам дин царыч. Да, это один из киллер аргументов, который у нас был. Шубухат. 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 Специальное название придумали. Хитрые психологи, они знают, что если чему-то даешь название, оно приобретается какой-то некий статус, ты можешь спорить, оно есть, оно нет, оно бошка получается. Главное дать название. Зодона и Аллах туаш седон, языческий бог Хилаэл. Что далее, сяланда, yok, дискуссия, это почему? Ишви шабеш да бяна, и Аллах, он был дерзин царь, шадеги. Цунда язычник, Аллах. Так, Хадана Мичаду Хаттадич от пророку, он в огне целый, и его хотел в огне повторить дирцу Аладук и хадис Асади Шарки. Я начал читать их подряд, да, на вахди жгуль вернется. Борз, эти моменты ацан хуман ойл. Бусолден там махцабыч от ойному богу сар. Поэма дана огнехелч, если получается бусолден поэма зорах лет долчбан улел муази. Касадах от ойн цоулара. И вопрос шварт возникает, долцу ширитир, хауавурвич. Ну, Ja, sen so okhar olun asa hay nazamet ko dadil mega don ishtaren busal dina tam ma boch ta mo ko dokar ta tupoy otro shlomo loy tak sraz da mega do ade ya poema oto ni boh ya elcha nitsa zamkut na cho ha shisko restoli о чем то урдон галиф. Та проблема. Свои nazamet ko dik don cho ish moment don okhar olun ishte bisel dina do chtam ma ajdud mo ya lure a poema re das na san ya lure qbludak ايش سنة عوش قيتا دوت عبو سودين دوت شويتا الجا حقامي وزان انت عقوي مرقوط او ينبو الجا والله بس كاي سام دوما ديبيل Дуканёч, я знаю, может ли дона женщина без сопровождения мужчины, махрама дона, уняды, совершить хадж, а вопрос, да, бог шбуш, что обсуждать дальше. Ошибаюсь, что хезда дона, какие проблемы, зачем вы усложняете свою веру, дон? Он пусть накормит любого мужчину своим грудным молоком, вот он и станет молочным братом, спокойно себе совершит хадж вместе с ним. Заир Бурбузу, чё? Кафир, о, боже. Кафир, он тут непонятно, короче. Нет, чтобы свою религию назвать кафиром и благодаря нагаться. Нет, они все равно. Ой, бадык Элли говорят. Плохую весть принес. Отрубите ему голову. Этот султан, халиф, будет несправедливый, вздорный, который Шиен Лугбем Талилов. Что с ним? Отрубите голову, принесшему плохую весть об исламе. Только буквы связаны с досытая, но она заглавными буквами 5 раз досытая. И все, какие проблемы. Да, есть нации, да, любого могут накормить и вперед, то махрамать, так, молочный брат.
Понятно, что ничего не понятно. Dedik olmasa. Да, видел вашего. أظن ده باسون خالص تسلا بايمر سنش يدانا جيوش ده عشان هو يشواتس بردلجو. Если они были кефирами, конечно. But bekan ya şu aldıyız. Питерский телескоп, я тебе, HLDS, на 500, 600, 700 рублей максимум, 1000 рублей стоит. И он сам станет очевидным свидетелем цельный объект ЮИ. Ну и бег чувствует, что он это нам дает. Что это. ديك تلسكوب يزرتو но بعد شيء إز دور دخل حاج ديك تخل شوم كل ستة شوم دور постоянно она деревня она на высоте аж весь телескоп видишь. Засвет городской, ну можно же просто выехать, да, она чуть-чуть, она от города отъехать, дича, на мою лес. Там уже темнота. ويتصحت أنا شو أنا لقى إيتون قيل إنك تيجي ديك حاجة بس مزاج كنا حاجة بس хороший А дорогой. прямо с балкона ты ногой трубку в городе, да. Я тебе могу это Нет, показать. я не об этом. Я это говорю в том, что это нам дает. Что ребята, что я сразу могу построить ГЭС на Аргуне или что. И це дебилизм, да, мы просто подчеркиваем, что они дебилы в этом вопросе. Это просто телефон, и слабый телескоп, это вот, я съемку, это что تعمل كراتر ده سيعمل جوش الكراتر جوش سيعمل ديش. Це проблема, это есть да. Это самый близкий нам объект и самый яркий для нас. Юпитер гоем, пойдем. Сатурн, Юпитер. Тесла я большой устанавливаю, конская голова туманностей, цунсуртан нас, не то, что там на эти планеты. إذا بقى يعيش двигатель в одном месте صورته عشان يشتبيها и просто да حاجة دوقة. Тесла с эйс 46, эйс индона 360 градусов до Мосуа, дайса, ручную гина, ючолчунах. Почти 5000 евро дюх, цаете ларси. То ездили дома, чтобы купить. Моя машина не стоила столько. Ючил аппарат. О, езу, тем более у меня телескоп 305 миллиметров зеркало. Вес съемку ему нужно покупать самый дорогой и подставки, треножники. У меня не потянул телескоп, еще меду упал, самяль, апертура шарит, каждый дориду. Я не вытянул, почти под 12 тысяч евро на улицу Ворсуду, я не потянул. Я потом с Эйсой, шли в машинки, очки, и обычный стационарный, сварка Эц. Я сам себе сделал, и вот я могу крутить, вертеть им как хочу. Да, суртак, какой-то изобретение. Вот с ним я смог. ناچو شری پات داخلش موخر گایتی اصلا شری پاتی چلوش بوی ناچو چو مرسش. На ранней стадии лечить балурбовик и запущенный случай щук. Хаус везой, агайтал? Хочуавик, о запущенный стадии, что цанна эл лечить я говорил шварцар. Сошей хватс. Сон улчу даделаринз. Эмет ок болой волчи гой. Харнири эллаха. О ходи алецюнг хатта. Хокчу асан был пациент, чего и Швартбо республика, но уж лечить было. Аллах обещал в Коране и прочие смешные вещи, я это вообще никак комментировать не буду. Надо внимательно читать Коран и суру, там четко написано, кому... Так, все.
оно жестко, но нет, судя расследование материал Лугович, да я много чего запоминаю. Халиф хороший монтажер. Så har jag ett kör jag som är var så att och på som det tur snaga. Dock har jag ett kör. Alltså med Balbora och så här så. شو ديتي شو تصبح هيك تسمع ونقول انترستنج مثلا طبعا شو مواتر وردنا شو المواتر هذا هو فинансирование его شو пропаганды. Евросоюз решил выделить 5,5 миллионов евро на поддержку Радио Свободы. Это такая американская медиакорпорация, которая пишет о России. Вместе с тем есть множество классных российских СМИ, которые 3,5 года работают в вынужденной иммиграции, преодолевают чудовищное сопротивление российских властей и при этом сохраняют и даже наращивают аудиторию внутри страны. Разговаривают с миллионами россиян через все цензурные барьеры. Доносят правду о войне, о путинском режиме. Все они с огромным трудом сейчас выживают. И для каждого из них важен каждый цент. Как так выходит, что Евросоюз решает поддерживать американские СМИ, работающие на Россию, а не российские? Мне кажется, это можно объяснить только недостатком диалога. Потому что если бы вы просто спросили меня, Илью, Владимира, каждый из нас сразу бы назвал несколько важных российских СМИ, которым очень нужна сейчас ваша поддержка. И речь не только про медиа. Есть правозащитники, юристы, есть гражданские проекты, которые объединяют людей даже сейчас. Стороне взрывать дома в России в таких количествах, что теракты чеченских боевиков в 99-м показались бы цветочками. Ведь... Знаете, я сейчас вот слушал выступление уважаемого Люка, и я просто закипал. Потому что то, что мы слышали сейчас, это воплощение вот этой пораженческой, абсолютно обреченной позиции. Мы ничего сделать не можем, Россию надо изолировать в коробочке, и все равно из нее ничего хорошего не получится, и все будет плохо всегда. Это не так. И те, кто собрались здесь, являются представителями российских регионов. Самыми радикальными представителями российских регионов. А самыми радикальными, это значит теми, с которых дух направленный на победу. И наши противники уже ощущают, что эта власть ускользает из их рук. И то, что сейчас мы наблюдаем в России, это агония той старой власти. Но пока еще существует вакуум, кто займет это самое место. И те, кто собрались здесь, это одни из претендентов на то, чтобы занять это место. И первый шаг к тому, чтобы это произошло, это почувствовать, что мы это можем сделать. Винтовка рождает власть. И здесь собравшиеся люди, многие из них, сейчас активно занимаются тем, что рождают эту власть на полях сражений в Украине. Нам необходимо взять Москву всем вместе. Мы не можем бить растопыренной пятерней. Абрамсы для российской оппозиции уже есть, но теперь нужно, то есть еще F-16. А вот когда, я еще раз, я знаю, многим, наверное, не нравится это слушать, когда украинские войска войдут в Крым, а кто будет вообще? Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто будет его защищать? Путин будет его защищать. Вот как раз здесь, мне кажется, есть большой простор для деятельности создаваемого нашего сообщества. Потому что мы в итоге должны распространять зону своего влияния на разные аспекты, извините, скажу, русского мира. Ну, мы понимаем, конечно, русский мир звучит сегодня ужасно. Ну, в данном случае мы так же, как мы говорим, что да, вот русского мира без кавычек. Нет, будут ли говорить там, когда вот первый панель разговор, будут ли говорить там в Украине по-русски? Ну, опять мы не знаем, но пол-Африки говорит по-французски, пол-Африки говорит по-английски, между прочим, как говорится. На самом деле, это же вопрос того, насколько мы сумеем сделать это экономически привлекательным, целесообразным. Вот. И
Потому что почему мы должны отдавать им русский мир, почему мы должны отдавать им русский язык, русский вообще вот и вообще все, как говорится, идеи, которые связаны с продвижением прогрессивного всего. Чечены здесь в этой разборке идут совершенно отдельно. Чеченов не простят никогда. Чеченов ненавидеть будут в веках. Решили бы чеченскими методами, с отрезанием голов, как полагается, со всеми остальными атрибутами. Но это такой национальный колорит чеченов, головы отрезать. Вот такая же дружба народов будет в отношении чеченцев. Потому что чеченцев уничтожать будут все. Первыми, конечно, будут калмыки. Чечены головы режут друг другу, русским. Для них это норма. У них это не то, что вместо «здрасте», но вот у них так это принято. Хотя мы видим, с другой стороны, Кавказ, весь Кавказ именно на этом и стоит. Там чем ты звероподобнее, тем ты уважаемый. На Кавказе тебе не воздают должное по умолчанию за факт написанной диссертации. За возраст, да, доказывая свою состоятельность, мужественность, можно поступками, выходящими из ряда вон. Например, отрезав кому-то голову. И ты показываешь, что смотрите, я уже мужчина, и тебе все аплодируют, всем кланам, и старший на вершине, находящийся со своего возраста уровня 99 лет, похлопывают тебя по плечу и говорят: молодец, сынок, правильно сделал, мужчиной стал. Это происходит в веках, и в том числе в 2023 году. Почему, например, чеченский опыт Кавказа и уничтожения, в том числе отрезания головы, не стал бы в какой-то момент в кровавой стране без сдерживающих факторов нормой для ЧВКшника? Tesla Hakan финансированно выделили его Навального, не бутербродовый чизби, крем не бутерброд 20, всего. Национальный на тот момент уже. За Северный. Если конкретно спросить у меня, лично я пойду воевать или нет? Пойду. За Северный Кавказ. Чужой нам культурно. Это наша земля. Мы ее завоевали. Нет на сегодняшний день в мире незавоеванной земли. Вся земля когда-то кем-то завоевана. Вот Северный Кавказ завоеван нами. Вы империалист? Нет. Я в определенной степени националист. Tesla Hakan kapják luobu ohka propagandassa, ei kestä europeiski kehitysvahtaa. Алиев, и президент Шалидо на Инстаграм чурола, а скомментировать винаунис. Максим, скажите честно, какие эмоции вы испытали, когда увидели новости о том, что была крупная атака беспилотников на Москву? Я увидел бурную реакцию уехавших наших соотечественников, которые просто радовались происходящему, но разве здесь есть какой-то повод для радости? И более того, нет какого-то обратного эффекта, что сомневающиеся люди могут перейти в лагерь сторонников войны? Ну, смотрите, во-первых, я радости не видел. Ну, может быть, есть какие-то совсем там, которые радуются, но в моей ленте Твиттера такого не было. Может быть, у меня, правда, украинцев нет в ленте, но, может быть, были радующиеся украинцы. Радующихся россиян я не видел. У нас санкции иногда интересуются нашим мнением. Там. В основном, причем по санкциям относительно простых россиян, как сделать так, чтобы они их не коснулись, чтобы у них не испортилось отношение к Европе. Есть это понимание. То есть никто не хочет бороться с Россией. Хотят бороться с путинским режимом, и более-менее все хотят, чтобы после завершения путинского режима с Россией были мирные и добрососедские отношения. Меня ругают все там вот и про взрывы домов в 99-м, это конспирологическая теория, ничего не подтвержденная, и многие другие вещи, которые... Ну как же там фильм, то есть показания Литвиненко вам приведутся, еще какой-нибудь фильм, ФСБ взрывает Россию и все прочее. Совершенно типичная конспирология, никаких внятных версий, объяснений, как именно произошли взрывы, как к ним причастны ФСБ, ничего. То есть
изолированный эпизод там с рязанским сахаром, где ничего не взорвалось, его примешивают к этим, наверное, там то же самое, наверное, есть могущественная группировка, которая совершила все это и еще сохранила все в секрете. Это типичная, обычная конспирология, она считается как бы, что ты вроде как отмазываешь чекистов. Конспирологи скажут, что вообще-то большая, огромная ФСБ вообще управляет всем, и точно все у нее под колпаком, и даже то, что мы с вами тут обсуждаем, это ФСБ нам диктует, и Пригожин ФСБ, и вообще есть... Ну, вот мне в правое ухо, я не знаю, как вам. вам. У меня левое, да. Вот, отлично. Прямо вот. Ну вот, Почему я вижу, и ты видишь, такая массовая ненависть со стороны украинцев к нам, ко мне, которые вроде бы не за Путина и там, не за войну и так далее. Но просто по факту как только ты заикнешься о том, что не все русские рабы, и не надо просто, чтобы вся Россия накрылась медным тазом, чтобы все погибли, тебе немедленно Буча, Мариуполь, да, и понятно, что там в разной степени искренности людей есть, демагогия, понятно. Появляются действительно человеческие поводы. Они убили Серегу, да? Они убили Серегу. Вот вам за Серегу, да? А они там это... А с украинской стороны понятно, ждать большого гуманизма тоже не следует. И с украинской стороны тоже есть военные преступники, ты будешь смеяться, да? Уже зафиксированные в, так сказать, Страсбурге. Разумеется. Они дают умирать своим раненым, которые ранены не опасны, потому что оставляют их без помощи. Вот в дополнение ко всем этим, тому, что вот образное выражение «мясной штурм» и вообще слово «мясо» в отношении людей, которых гонят на эту войну, которых мобилизуют и затаскивают туда, стало таким общеупотребительным. В дополнение к этому ко всему. Что мы должны чувствовать? Должны ли мы радоваться тому, что каждый вот этот умерший от неоказания ему помощи или каждый ампутированный от того, что ему не наложили жгута, это минус один убийца украинского солдата или, может быть, украинского мирного жителя или украинского ребенка? Сереж, мы должны об этом говорить, и что мы имеем право по этому поводу чувствовать? Смотри, мы должны убрать из вопроса слово «должны», но радоваться гибели и ампутации отдельного Вани, отдельного Сережи я не могу. Ну, не научили радоваться гибели человека. Он убийца, его надо судить. Если он мародер-убийца, его надо судить. Его. Не всех россиян за Бучу. Да? Не тебя меня нахлёстывать по щекам за Бучу, а этих убийц надо найти и судить. Этих Сережи Вань надо найти и судить. Но просто так, как радоваться гибели какого-то человека, раба, вассала, которого призвали, который не знает слова, у которого нет загранпаспорта, который не знает слова иммиграция, не подозревает, у которого нет этих возможностей, который вообще в эту сторону вообще мысли такой нет. Он раб, которого забрили. Или задурили голову и объяснили, что он... Или ему нечего вообще терять в депрессивном городе. А тут, глядишь, легко ранят, да, денег дадут. А вот мне знакомая пишет из Анапы. Она решила в Анапе снять, значит, купить квартирку под старость, под пенсию. А вот там в Анапе поселили ветеранов СВО, уголовников как раз, пригожинских. Ну, кто-то кого-то ранил, кого-то комиссовали, все. И вот им там дали квартиру в Анапе у моря. Она теперь живет, она говорит, просто выйти нельзя. Среди братвы живет, среди уголовников. Абсолютно счастливых, потому что их выпустили из тюрем, да, дали немножко поубивать, а потом дали по квартире в Анапе. Да? Значит, еще раз, по отдельности каждого погибшего, жалко всех. Обратите внимание, да, дагестанцы, буряты, тувинцы, они убивают славян и чеченцы, естественно, на украинской земле. Я представляю себя на месте злобного, бессовестного, бессердечного бурята, который режет украинца и думает, сегодня я его режу, завтра я русского у себя в Бурятии зарежу. Это как бы такая наша многонациональность, которая вам, я думаю, непонятна и не подвластна. Обратите Мохан, выделить не было Навальный, зудя, чмарша, модердол. Это пропаганда. Шайки снаряет Мохан, за европейчик. Деньги-то российские перечисляют друг другу, как будто они сделали. Боровой еще, из-за боровой был ублюдок. Вот это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально в свободном демократическом государстве. Какая ты двуличная, Райса Васильевна. Вот ты мне говорила совсем другое в глаза, а на как говоришь другое. Вот это моя боль. Боровой, участник ликвидации города ушел. Долго выучен. أعداء على أساس بروي هو يشتغل معه تسوي عطية أوكرانيا بايرق أمريكا واحد ومصور هو قاعد على قوم في قلبه شو وسيلة شو واحد سوق شخصيات سنة شيء يقول لتسويش какое вы имели право убивать нашего избранного нашим народом президента. А сейчас что Василий Васильевич Хуйловый Тренго Летонович, дружок Кватер Каддафи, и такая женщина в Европе, в Брюсселе, у Марса, наверное, Петух, что Халиф. Василий Васильевич, Халиф,
С Facebook я статья, ну, Боровой, короче, специально поставить инновации. Цугума. Боровой, Дуда, Чеша, и Нахшин, Бомту, Курю, царь, и Подлянки, примерно, Пуху, сейчас, вот, Вехю. Дальше, Tā manā Tesla šie участки arī vākiem dīts funkcionēts, šajā zaulečī iehanīšā. Именно по этой причине, как бы, косвенно все равно он бегает на махули. Меня не используют. Он боится и врет, что вот в момент реакции будешь. Хотя жена, да, я подтвердила, да. Боровой развести его. Как развели его. Тогда он обязан рассказать все, как было, полностью, по полочкам. Он человек махаться. Да, хоко, типа, тёмсо переговор. Я дахкшаш, на Боровой, выйти, на Боровой, как служил неким медиатором. Вот он сидел, на телефон был от Кремля, кто с ним разговаривал, я не знаю, может, разговаривал с ним Ельцин, может, кто-то другой. А другой телефон это уже Дудаев был. И он около Олш и Дудаев передавать, как бы посредником в переговорах служил. А Джо Харина, он знал, что что-то может пойти не так, поэтому всех, короче, за пределы действия вот этой бомбы отодвинуть. Охранник у них, и то он, по-моему, отошел куда-то под дерево. И он сам один разговаривал, зная, что по нему могут, короче, ударить. Единственное, и когда вот и первомайские операции, вот тягах кереха на распишенный сотовый телефон, и второй. Вот и керцаях не получилось у этого. Сухуман он видел, Дудаев, видимо, это не учел, именно это не учел, скорее всего. Не Боровой. Tesla da can inzaca kıyıç on Google hova terhacın. Viye canlı paçak da o maya terzi. Ну там бешен, был где еще при Украине, что видишь сейчас Путин. Ne soba delta. Вам bolcem boşcem bu ne kadar. Вам da çok yapı следует, peşin şey golü falan спасибо сеч погод. Враги еще они О Ливии и действиях НАТО в этой стране говорил на этой неделе российский премьер Владимир Путин. В рамках скандинавского турне он побывал в Дании и Швеции. И, надо сказать, шведов он удивил буквально на пороге резиденции монарха. Ну, вот на этой фотографии два автомобиля. Тот, что вдалеке, Volvo S40. Это королевский. Причем Карл XV Густав приехал сам за рулем. На бронированном Mercedes Long прибыл Владимир Путин. Журналисты самых разных изданий, в том числе и российских, не смогли удержаться от сравнений. Но любопытно еще и то, что в Копенгагене и Стокгольме иностранная пресса задавала Владимиру Путину практически одни и те же вопросы. Например, о ситуации в Ливии. Говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Ну где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Халид, да и там про лицемерие Путина собрался рассказывать. Да это Маханцаху, что все знают уже. По поводу этого, его статья есть там подробно, анализ технический. Основная причина и раскошек фунда делей. Из-за первомайских, сейчас операции Шуша, может постоянно вот эти лавры Шамиля, Басаева и Буденовска постоянно не давали этому Радуеву покоя. Что он хотел вот такую операцию тоже сделать, тоже прославиться на весь мир. И что любить, он был такой человек, который хотел очень славы. Мне рассказывали, что он сейчас упоминать я там по Первому каналу, по Второму каналу новости сейчас. И кассеты, да, я из них пересматривал. То есть наслаждался, что о нем там знает в мире, в России, по телевизору говорят. Такой человек говорит. Из-за этого понятно, что он очень хотел вот туда пойти. И вот выбрал он вот этот самый
Первомайский, как вертолет, что тига бошки, мало бошки, да он хасакана, то ват, то элетун мало тига, вайгерват, кет чеченская демократия наша, то элетун мало тига, короче, албе. Но он взял у Дудаева деньги на эту операцию, бати бошки, типа сюн бабили на бош, что я не знаю, за что купил, за то продаю. И он на эту операцию пошел, и ему дал он вот один из двух этих сотовых телефонов. И что, чемоданчик, турецкий, вот то еле любая, турецкий какой-то министр подарил. Туда его этот там чемоданчик. Иракцы их там не могли не перехватить, не знали, какие спутники, частоты. В общем, действительно защищенная связь. Вот эти два, и один чемоданчик, чтобы с этим, как Буденовский, на связи, вот, да? Это он выпросил этот чемоданчик, Радуев. И с этим чемоданчиком они пошли на этот. Первомайский окружить пинча. Батарея у этого чемоданчика села, конечно, и добыл шен, они бросили чемоданчик. То есть попашный будет бахна, и босиком. Чемоданчик оставили, раз пришли, этот чемоданчик взяли. Все. После этого Дудаев должен был, технический эксперт, чтобы ему сказать, все, таяк плохо. Запалиться вина, все, короче, там тебе противоударные ракеты долбанут сразу же, и телефон халатё. Единственное, скорее всего, у него не было другой связи, он рисковал время реакции хакцун, например, это чисто так, засечь динцар, и Су-24 хала динцар, Х-101 ракеты, забыл, Х-33, 35, у меня в статье она написана полностью. Телеуправляемая ракета. То есть у него черно-белая камера в головке впереди. Эта ракета где-то 30-40 километров. 30, по-моему, километров. И Хала Эйдин, Су-24, это телефон звонит Тешан, и реакции, маздокери, Хала Эйдин, Айза, Маттин, лучше от его этого радара. Он на хайез. То есть он должен разговаривать более получаса, на мою думку, короче, минут 40, например. Американцам сразу упорядок буквально минуты. А Гаскашин там нужно, я не знаю, от получаса до часа нужно было. А туда я быстро, вот так он несколько раз не попадался на это. И они, поняв, что, короче, слишком коротко он говорит, надо подольше его, зная, что Боровой с ним говорит, вышли на Борового, а за Манухой было типа там Цубах, то, короче, переговор на высшем, переговорщик, и ты будешь посредником. И Боровой дурак согласился. То есть на это. Он, наверное, скорее Дуаев спросил, он, может, сказал ему даже, но факт то, что хотят через меня с тобой переговорить. И Дудаев массу дабах, это слаг на безопасное расстояние, через он начал с ним говорить. И они сразу же начали эту операцию, как только с Боровым он начал звонить. Сразу подготовка к халах, короче. А этот через Борового телефон Оцеевич и Олич шли переговоры, скажем так. Иштвину и Цацигах, короче. Но Боровой после этого понял, что его как этого козла отпущения сделали, он очень не взлюбил после этого подставить его. Он делал, кстати, первую войну переговор, то есть был на нашей стороне, скажем. Потом Новодворский, видимо, он Новодворский это тоже рассказал. Путин, ведь он в Америку убежал. Все, мне кажется. интервью с Лунагин, Шир, короче, Дудаев, Амел Дечхана, подольше Амел Дечхана, интервью Динасу. Да, нужно было. Да. Советские еще технологии самовизни. То есть нужно было время, чтобы антирадарные ракеты. Противорадарные ракеты это фактически те же частоты, там очень близко. Спутниковые связи частоты очень мелко, 11 ГГц, там 20. Это те же радарные частоты, там Q-банды, X-банды. То есть проблема, взять эту ракету антирадарную и перестроить ему это приемник именно на спутниковый. То есть вместо
чужого радара или рэба, он попадет именно из спутника телефона. Проблема это технически очень сложно. Единственное, что им нужен был этот чемоданчик. То есть знать спутник, его высоту над горизонтом, когда он там появляется, что к чему, и какие частоты, самое важное было, частоты, короче. Все. После этого это было просто дело техники. Ша Алла Дудавица, сказал отцу. Жахар взял этот аппарат, у него был длинный этот провод, и он отошел, понимая, что он слишком задерживается на связи. Вачигаевские цари, они носили коаксиальный кабель, 50-100 метров был, и сначала им пользовались. Потом и кабель хадда, вот в этот момент, вот именно в этот раз, они этим кабелем не пользовались. Он сразу с этого, чемодан хаил, с Ниви, Паутиова, чемодан хаил, он сразу говорил оттуда. Кайл момент описать отсюда вообще собственным голосом, как все полетело, разлетелось, как она упала, как на нем кто-то там оказался. И вопрос тут прозвучал: убийство президента. Вот, почему нельзя убивать президента? И в чем там? Или Не, Халиф просто указывал на то, что лицемерие Путина. То есть он говорит, это когда президента нельзя убивать, суда не было, ложь. А сам тут направо... Я вообще раньше слышал, что убивать президента нельзя, босса. Это какое-то правило какое-то или что это? Не обращай внимания, просто путинский лицемерие говорит. В одном месте нельзя убивать президента, а в другом месте он убивает президента. То есть никого это не удивляет. Не только одного. Базжагара тоже они убили, Масхадова они убили, Вредину, исполняющего тоже они убили. Скольких они руководителей вообще убили? Всех. Это всех не будет. А тут в Швеции стоит и говорит, кто дал право убивать президента другой страны. Разве был суд? Понимаешь? Вот это, как демократам прикидывается, шлангом. Слышал, если убьют Путина за границей в какой-нибудь стране, по этой стране будет нанесен ядерный удар, он сказал царь. Как раз не будет, кстати. Как раз не будет. Как раз вот это самый момент. Как раз. Нет, хаски это дать Бог дать. Это пауки в банке, короче. То есть Путин, я тут следующий. Какой еще удар? Ты что, я тут править собираюсь, а тут ядерная война, самоубийство мы что совершаем? Путин велел уже, все, ему не поможет. Наоборот, как раз не будет. Я власть полсурюкса просто, да, нормально. Вместо того, что власть, кто следующий Путин, это даже вообще не обсуждается. Конечно, умадида. Поэтому, кстати, и не мечтает. Очередной понт еще пишите, а долбить я сейчас что. Ну да, что бандитский понт. И другое дело, если он там разбирался бы в технике, короче, и слабал бы какое-нибудь устройство, которое, например, повторно код завести, через какое-то время ракетами запускал. Вот так, да, короче, потому что автоматика, ей все равно, она залазит в счастье, она свое дело выполнит. Но что там какие-то люди за него будут мстить и кидать бомбы, самоубийство, харакири сделают за ним, короче, это нереально. Они понимают, что и орешник, они понимают, что даже царь ядерный, он более, они просто убьют некоторое количество людей, но никакой победы там не будет, потому что после этого гаски превратятся
на следующие 100 лет вообще раз сразу он уж минимум Угар самой доброй стране вообще. То есть они такие вещи просто даже разговаривать нечего. Плохо. Все. Русни не будет. Как государство ее демонтирует. Знаешь почему? Потому что вот цивилизованные страны рано или поздно придут к тому, что обезьяне нужно отобрать гранату. Это и 50 лет вообще не военные, не заводы, вообще полностью убрать все, что оружие касается. И вот в этой узде держать придется, чтобы сделать людьми, человеками, варварской сущности, чтобы ее убрать нужно будет именно. Как Жагар говорил, мир поставить русским стоило. Это вопрос только во времени. Это брать гранату, а засунуть ее в одно место. Разрешат дернуть чеку мне. Почетное право. Трамп умады келли, Максу и педофилия, вообще Трамп, по-моему, поехал совсем, короче, уже он абсолютно Путин гумдиедацию, это стало ясно. Единственный, поссорился он с Маском, возможно, импичмент его, так было бы круто. Esam, paimari sunnati amauta Trump banu Hashim oinimu. Dicen duke do i presete yolchen. I berš dari dakikti neşleş başta. Hokon berš tazgiyete şritti dete alba. I Moskva lilhani çure nasada let spiritual. Компромат. Не, хокшмадива 100%. Компромат. Елшу. Арбо это курсе бух, арбо шнаха, хокон берш тазгiyete paimari. Sen berš dakikti. Намек хлоп. Я 100%. Važvācer aštāni bučmo, paimari zudri bācer, kiešnieškā bitņučmo, išlaročo mūēl, Saudē, mūs nelītībā, izēla tarbašmi, Trump, tūnā gaunu, короче, там курсе нона, берш представление. То элемент вы сам что дон конкретно, вы. Его живемо видеть турмачва, вы самоубийство, я там вакарица, вот. Tesla. Teille maasha ollaan. Tesla on niin suelkit, että уже tehtänohtva hinti шансы консерваторы ждут, перехватить власть в Америке. Пока нет. В ту сторону. Я думаю, что Трамп все же до конца срока не досидит. Не дотянет, да? Слишком аудовый. Слишком уже. Дальше. Он настроил против себя кучу народа, и самого богатого человека еще настроил Маска против себя. У Маски фанбайз, Америка. В общем, я не думаю, что он какой-то юбцыга. Просто то, что он не досидит, это высокая вероятность. Тесла, тебе не кажется, это политическая такая игра? Чтобы создать партию новую, Америка. Да. Ты опять Трамп, короче, как бы плохой, хороший, полицейский, Путин в России, чтобы он и Багдад. Tesla, spektakl, gučo korītieties un lerik haklu šeģēcer, orienieši, tur ketčup, šlasiet, lerik, там spektakl лезер, Мне кажется, если Трамп досидит или там, я не знаю, его импичмент, то он Саркози мог изор за коррупцию. Вот и саннацам очень много, мне кажется. Уже как-то это... Там есть какая-то, как и у когда-то в этой Советском Союзе была номенклатура высшая. Потому что неприкасаемый барак.
То есть там Хрущева от власти отодвинули, но его не убили. Там этого, того, то, видишь, как еще и номенклатурно, своих не трогают, больше, движение, акция. Вот и сан Америка думается, вот это олигократия, говорит, охлократия, я думаю, сократия, короче. Вот все эти бывшие президенты, несмотря на то, что они много дров накосячили, как-то их, короче, после того, как они уходят в отставку, как-то не принято их трогать, ни секретарей первых там, ни этих, ни шефов Пентагона. У них автоматически, как и в СССР, сложилась вот такая каста неприкасаемых. Но даже несмотря на это, вот Трампу Лилин пал, мне кажется, уже, потому что это связано с внешним этим. То есть он как бы подставляет Америку под это дело. Skinoš čāda globsuni amerikāņu Tesla. Zināja, ka šķilla, što pensija dabūja tā jaka esamnieks, kā ašmolš. Tagad jā, šo bezpēclūši, kā mlabinaš mats, tā urtkiek, bet naš jau tā būda dabūja, atstrēļot biešuši. Iš pulksēja kinoš amerikāņu kino degēja tekāsā. Кино. Например, Борн киночва именно Светлушка Акмашалаш, Танакеча Акмашалаш, Мацина, это называется уртки, бой, и он они на пенсию уходят, агент Шмуйцер. Это именно к правосудию, когда их не призывают, их, как Василий Васильевич Хуйло говорит, мочат в сортирах. За оми, орца уэлэули, ишь тут американский киночва, басом. Они смотрят, не трогальщик шбуй, именно из народа кто-то выходит и мочит их, когда правосудия над ним не бывает. Законопослушный гражданин киночва из дом, это Борн, Джейсон Борн киночва из дом, дук киношуктер, из там вычмол, нахмуй, не трогальщик. Is dan om en nachmol, het is much meer. Establishment улица Тесла. Да, establishment это такой правящий класс. Да. Будучи на должностях, в основном совершенно внутренний политик моей проводить для нас или для народа, и муха и Аллах. Они же тоже ведомые, они же тоже зависят от той глыбы, которая скрыта от нас. Це ще моє доно. Не, Борис сказав, проблема, сам чого, короче, жорстко высказывание, есть шаги, Элди, шаги вас. Василий Васильевич Хуйло, не рукопожатный. Шиена, например, мэр Шваларит, он по компромат, шхайрят, жестко, короче, судешно, приготовая массу почав, санкции, шел, короче, ари, убыть таких, улишил на переформатирование всей вот этой экономики. Там же санкции на 50, на 20, на 10 лет ставятся. И улишил, харжа меткваторю, юг меткваторю, да что-то санкции, шадж. Ты не будешь полный на колени поставить, месяц хватает. А тут этот виляет, люди арба шелча, короче, арба юбкан кела переговор, шеши, рожа хавалуется. И худу. Вообще, как дала акмал, чтобы моя скутер, не рукопожатных рвешь мори. Только это надо, это значит, что мэр Шуатти, это, они его за хвост поймали. И Гушмады, это уже весь мир видит. Присмыкаться дальше. Путин нормальный чувак, с ним можно договориться. Путин не хочет воевать. Его камелли. Если ты хочешь воевать, мы готовы. А вот, а сейчас тебя, вот там, это, да, что ты делал, лучше даешь. При первом его избрании Кузыгадо, да, курсявар. Сейчас курсядо, то преподаватель, шведвар. Все вопрос, как вы считаете, да, приход к власти этого Трампа повлияет на развитие РВЖ, да, США, босса? Вопрос, он смотрел на нашу реакцию. Сайдон очень такая, сейчас этот человек не политик, этот человек, да, избалованный мальчик всю жизнь, он огромными деньгами. Я вообще не понимаю, почему его привели к власти. Ну, это
такое, да? Они пропустили это мнение. И в итоге он показал, что он действительно избалованный идиот. Esam politiski impotenti vēli, ir Херсону власти уорвать, зебрям догадаться, все, крест поставлен. Ага, $100 триллион, чё-то, айля, ваха, это квота. Это просто баблом через бабло русское. $100 триллион, ах, что я концерт власти валош. Представляешь? И просто какая редиция, сейчас редиция свои, самаршу, какая редиция, он один, дипломатические отношения, что он один, сам что видите. Да, отношения, Халиф триллион мало, миллиард мало, триллион Не, esam taisot, cik domāju, zināšu, ka я вообще не сомневаюсь, что еще окчак дальше триллион вообще не сомневаюсь. Это и триллион, у меня проблема, санкции ши, согласен, я санкции, они бы за год потеряли несколько триллионов. Это 100 триллионов, что. Мы сегодня знаем, что по Европе, по всем этим западным странам шляются около 5 триллионов российских долларов, которые отмывались через европейские банки. Но Deutsche Bank, Литва, Латвия, 22 или, не помню, год, посмотри, сколько там, почти триллион чака прячечных. Эти банки американские, вот эти, финансовая разведка закрыла полностью, лицензии дает. Это, каждый модуется, что чакна. У каждой вещи своя цена есть. И в предвыборной кампании Америки тоже есть своя цена. Это как машин яцас, короче, не знаю, $50 тысяч или $100 тысяч. Это одно, а когда ты говоришь, машин яца $900 миллионов или миллиард. Ну, 400 миллионов, да, Бог, Маск сказал, что на предвыборной кампании 400 миллионов. А дайте как бы в глазах кого, кто знает вот эти суммы и считает, умеет оценок. Я не говорю про именно Бог больше потраченный, Тесла, это мы понимаем, это может быть максимум миллиард. Но чтобы это все больше чахдали, и триллион за Лурдерель, уверен, что там сенаторам, не сенаторам, кому нужно. Лурдер, это никто не сомневается, но не называй суммы, которые мы не знаем.